Проект «Гагаузская литературная карта» представлен в виде сайта. Он был разработан научным центром имени Марии Маруневич для популяризации литературы на гагаузском языке. Эта платформа интересна тем, что на главной странице сайта glk.md расположена карта с названием населенных пунктов автономии и местом рождения писателей, научных и общественных деятелей, отметила директор научно-исследовательского центра Ирина Константинова. В электронном формате они смогут найти очень много книг, необходимых для подготовки к учебному процессу. Здесь все авторы, писатели, поэты, которые проходят по программе обучения в гимназиях и лицеях автономии, соответственно, дополнительно общественные деятели, которые тоже писали книги, посвященные становлению Гагаузии, с историей Гагаузии, этнографией Гагаузии и так далее. Идея создания гагаузской литературной карты принадлежит сотруднику НИЦ Гагаузии Татьяне Киряковой. По ее мнению, это значимый социально-культурный проект для образовательной сферы региона. Этот проект заинтересует всех любителей чтения и разнообразит их кругозор. Важной составляющей этого сайта является блог, который посвящен Союзу писателей Гагаузии. Это новая страница в общей истории Гагаузии, отмечает руководитель Союза Константин Курдогла. Творческий человек везде пишет, где бы он ни был, хоть в Америке, хоть в Канаде, хоть в Англии. Я с ним связан. Они могут опубликовать у нас, они пишут на родном языке. Вот, мы можем тут опубликовать, и весь мир, кто имеет желание, доступ будет, естественно, может познакомиться с произведениями как состоявшихся писателей, как классиков, так и новых молодых талантов. Разработкой информационного портала занимался камрачанин Семен Метеогла. При создании сайта главный акцент был сделан на целевую аудиторию, а именно на учащихся и студентов. Это интересная познавательная платформа, предназначенная для молодого поколения автономии. Современные ученики предпочитают читать в электронном формате, говорит Семен Метеогла. Мы попытались охватить и нашу диаспору, потому что большинство молодых мужчин и женщин, которым пришлось покинуть просторы нашего государства, нашей Родины, у них сейчас есть возможность на одном портале, на одном веб-портале ознакомиться как с писателями, так и с произведениями и прикоснуться к частичке Родины, там за рубежом, получить возможности прочитать что-то интересное, вспомнить какие-то произведения интересные. На данный момент научно-исследовательский центр Гагаузии работает над тем, чтобы все опубликованные книги перевести в аудиоформат. Марина Топал, Григорий Ставилов, Артем Топал, ГРТ Новости.